Традиционная встреча в преддверии женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Обсудить предстоящие вопросы с руководством Министерства иностранных дел Абхазии прибыла солидная делегация. В ее составе сопредседатели Женевской площадки давно известный нам Филипп Лефор и Анти Турунен. Новичком среди гостей был спецпредставитель швейцарского представительства ОБСЕ Анджело Гнедингер. Я был отправлен сюда руководством правительством Швейцарии. В принципе, это та страна, которая возглавит и станет председателем ОБСЕ в следующем году. Я очень рад быть компонентом той группы, которая прикладывает столько усилий со стороны международного сообщества для урегулирования ситуации в этом регионе. Я очень мотивирован, так же, как и, в принципе, руководство и правительство Швейцарии, которое также полно энергии и мотивации приложить максимум усилий для достижения положительных, полной силы и энергии для того, чтобы в дальнейшем принимать участие в этом процессе. У некоторых других участников могут быть более такие идеологические подходы к нашей проблеме. Я думаю, что с самого начала новый участник со стороны Швейцарии, он показал, что он очень внимателен к нашим аргументам. Я думаю, что, кроме Швейцарии, не часть Евросоюза, они нейтральная страна. И у нас нет проблем с визами, кстати. Очень другая политика у них. И я думаю, что это тоже надо использовать. И в частности, и в Женеве тоже. Больше общаться с швейцарцами. И попытаться и с ними наладить контакт, для того, чтобы достичь каких-то своих гуманитарных целей, культурных, политических целей. На прошедшей регулярной встрече ее участники предварительно обсудили те вопросы, которые будут рассмотрены на очередном раунде дискуссий в Женеве. В первую очередь это безопасность, отметил представитель Евросоюза Филипп Лефор, а также ряд гуманитарных проблем. Старались сосредоточиться на конкретные вопросы, поскольку мы исходим из того, что наши встречи должны, это важная платформа коммуникации, но мы тоже стараемся добывать результаты в разных областях, касающихся наших правительств в области безопасности и стабильности, но в области тоже гуманитарных вопросов. Дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года. Все это время Грузия, по словам Чирикба, срывает ряд очень важных договоренностей. Даже эта новая команда, которую мы думали будет отличаться хоть чем-то от прежней команды, она тоже показывает себя недоговороспособной. Это к сожалению, я надеюсь, мой вердикт кажется неверным, но тем не менее все-таки никаких сигналов позитивных от них не исходит. В консультациях, которые проходят под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ, принимают участие делегации Абхазии, Южной Осетии, России, США и Грузии. Если с представителями последней страны диалог не вяжется, то с остальными участниками наблюдаются положительные моменты, отметил Чирикба. Сейчас мы пытаемся поставить вопрос деизоляции Абхазии в плане гуманитарном. Визовая политика, возможно для людей ездить по медицинским, каким-то причинам, либо для обучения за рубежом, чтобы все эти проблемы были сняты. Это мы сейчас обсуждаем, и мы находим позитивный отклик со стороны сопредседателей. Получили очень обнадеживающее заявление американской делегации о том, что они меняют свою политику визовую, что будут выдавать без проблем визы гражданам Абхазии, с русскими паспортами, выданными в Абхазии и в Южной Осетии. Это очень важно, мне кажется. Важный шаг вперед. И мне сказали, что вопрос обсуждается и в Европе тоже, в Брюсселе тоже обсуждается. Это подвижка вперед, это тоже шаг на пути в изоляции. Я думаю, это важно. Это не было возможно без участия в Женеве. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет в середине следующего месяца. Роберт Джопу, Акоп Кущан, Абхазское телевидение.